Генерал с трагической судьбой. Герой Великой Отечественной, павший на поле боя. Всего месяц повоевал он в чине генерал-майора, но навсегда попал в историю. Осенью 1941 года судьба столицы Советского Союза буквально висела на волоске, но фронт под Москвой все же удержали по всем направлениям. И колоссальная в этом заслуга именно этого полководца, генерала Ивана Панфилова, которого его бойцы называли «Батя». Будущий генерал свою военную карьеру начинает в 22-летнем возрасте, когда его призывают в царскую армию и направляют на русско-германский фронт. И уже через год, в 1916-м, фельдфебель Иван Панфилов отличается тем, что смог вывести взвод из кольца вражеского окружения. И именно тогда к молодому еще бойцу и прикрепляется прозвище «Батя». Ему бы дядькой быть в кадетском училище, говорят его командиры. Солдат учить некому, а у Панфилова призвание. Через 2 года он добровольно вступает в Красную армию. Хотя это только по документам, этот выбор он делает сознательно. На самом деле, военный разведчик Иван Панфилов попадает под принудительную мобилизацию. Его зачисляют в Саратовский полк Чапаевской дивизии. Знаменитый комбриг позже лично знакомится с Панфиловым и, по свидетельству историков, даже дважды спасает его от трибунала, разглядев в нем задатки отличного полководца. После гражданской войны Иван Панфилов уезжает на Украину, в Киевскую пехотную школу. По ее окончании, будучи уже перспективным командиром, его направляют в Среднеазиатский военный округ. И именно здесь Панфилов впервые себя проявит как военный профессионал. Сюда направлялись не просто какие-то командиры красноармейские, да, а те, которые имели военный опыт и обучение в военной школе. Поэтому, наверное, скорее всего, Панфилов сюда был направлен, у него было образование военное, и он только начинал свой боевой путь. Если мы посмотрим на других командиров, когда сюда направлялись в период гражданской войны на борьбу с басмачеством, они все имели очень маленький чин, ну, может быть, начальный чин офицера, а потом они уже здесь росли до майоров-генералов и до генералов. Скорее всего, это было как раз-таки связано с его военной подготовкой и, наверное, возрастом, потому что это хорошая исполнительность, и потом у него был боевой опыт, уже до этого он несколько лет он возглавлял отряды в гражданской войне в центральных районах России. В это время тут, в Средней Азии, идет война с басмачами. Они терроризируют население, грабят и убивают тех, кто не встает на сторону басмачества. Противостоять вылазкам, которые используют басмачи, обычными военными методами совсем непросто. Тогда Панфилов идет на хитрость. Он формирует небольшие спецгруппы, обучает их стрельбе, маскировке и разрабатывает для них особую тактику. Делит отряды на небольшие группы и располагает их на перевалах и у источников воды, где нападения басмачей наиболее вероятны. Эта тактика позволяет ему успешно вести войну с налетчиками, и позже она генералу еще пригодится. В 30-х годах Панфилов ненадолго уезжает в Москву на курсы высшего командного состава. После их окончания вновь просится вернуться в Азию. Будучи военным комиссаром, он готовит во Фрунзе новобранцев для советской армии, общается с призывниками, много советует, кого-то даже подкармливает. К этому времени Панфилов уже отлично знает местные обычаи. Сам вместе с семьей живет при Фрунзенском военкомате и по большому счету занят работой тылового чиновника. Советское военное руководство, видя в Панфилове прежде всего специалиста по Средней Азии, решает не переводить его на Запад, где к концу 30-х годов уже было неспокойно. Я в Кишлаке встретился с одним офицером, командиром, пехотным, с орденом Красного Знамени на груди. Этот товарищ оказался Панфилов Иван Васильевич, командир стрелкового батальона 6-го стрелкового полка из города Чаржов. По внешнему виду это был очень шустрый, такой живой, небольшого роста, чуть сутуловатый, с усиком английским, как говорили, командир. Я встречался с генералом Панфиловым в 38-м, 39-х и 40-х годах. Первые встречи у нас с ним проходили, когда я готовил
республиканскую сборную стрелковую команду на всесоюзные соревнования. Генерал Панфилов внимательно относился к военной подготовке трудящихся. Несколько раз мы с ним выезжали на стрельбище, когда он готовился к выполнению норматива ворошиловского стрелка второй ступени с боевой винтовки. А я, как отличный стрелок, был у него тренером. За год до Великой Отечественной войны Ивану Васильевичу Панфилову присваивают звание генерала, а в 1941-м ему поручено сформировать в Средней Азии дивизию и отбыть на фронт. Формировать дивизию пришлось в основном из уже немолодых, семейных людей лет 35. Мобилизационная горячка первых дней войны успела уже пройти, поэтому призывались те, кто остался. По мнению многих историков, высокий боевой дух дивизии объясняется именно таким возрастным составом. Дивизия была многонациональная. Вообще там со всех республик были, но больше всего казахов и киргизов, конечно, потому что папу знали. И, в Казахстане формировалась дивизия, естественно, там много казахов откликнулось. А в Киргизии сам Бог велел, потому что Ивана Васильевича очень хорошо знали. Правда, почти все они гражданские люди. И за несколько недель генералу Панфилову необходимо было научить их воевать, а главное – преодолеть страх перед немецкими танками. Комдив решил эту задачу, заменив танки обычными тракторами. Солдаты забрасывали сельхозмашины деревянными гранатами, и эти действия были доведены до автоматизма. В Панфиловской дивизии танков больше не боялись. В середине августа 1941 года 316-ю дивизию перебрасывают на Западный фронт под Москву. Осенью 1941 года фашистские войска вплотную подходят к Москве. Гитлер приказывает разгромить армию и взять город до наступления зимы. Командование группы армий «Центр» издает директиву о подготовке операции по захвату Москвы под кодовым названием «Тайфун». Операция предусматривает мощными ударами 3 танковых групп окружить основные силы войск Красной армии, прикрывающие столицу, и уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы, а затем стремительно обойти Москву с севера и юга. На самом важном направлении, Волоколамском, стоит 16-я армия Рокоссовского. Главный же удар противника должна принять на себя 316-я стрелковая дивизия под командованием Ивана Панфилова. Оборонять ей предстояло большой участок, широкую полосу обороны более 42 километров по фронту. Хотя по военному уставу того времени дивизия может оборонять полосу по фронту 8-12 километров. При этом никаких укреплений, кроме окопов, у защитников Москвы не было. Не зря же план «Тайфун» или план «Барбаросса» заключался смысл его там, что в ноябре, чтобы по Красной площади немецкая армия маршировала. Да? И вот действительно к этому моменту, необходимо и случайно, но все-таки 316-я дивизия по воле судьбы оказалась именно на стратегическом важном пункте в обороне Москвы. Вот именно на Волоколамское шоссе прибывают первые эшелоны в октябре, начале октября. А в середине ноября произошли всемирно нам известные этот герой панфиловцев, всему миру известные. Учитывая, что бойцов и оружия в распоряжении Панфилова было немного, он идет на хитрость. Занять сплошную линию обороны в таких условиях неразумно, считает он, и прибегает к очаговой обороне. Генерал делит солдат на небольшие отряды и прикрывает самые опасные участки. В 20-х годах в Средней Азии он уже оборонялся малыми силами против басмачей, и этот опыт мог помочь ему и в этот раз. Дивизия, благодаря воинскому мастерству, военному знанию Ивана Васильевича Панфилова, приняла совершенно другую тактику. То есть она не оборонялась по фронту полностью, а так бы прорвали ее и пошли дальше. Он делал так, он делал участки обороны. То есть вырывались определенные окопы и так далее. Впереди они минировались, оставлялась часть людей для того, чтобы на этом участке не дать прорваться ни танкам, ни пехоте противника. У них были и горючие смеси, бутылки, там и гранаты и так далее. Причем, что надо отдать должное, любовь к своему командиру, его глубочайшее уважение сыграло в этом большую роль. Там не было того, что в приказном порядке,
вы здесь защищаете. Почему? Потому что знали, что это уже люди отдадут все и погибнут за Родину. Такая тактика приносит успех. Через месяц ожесточенных боев Панфиловская дивизия по-прежнему сохраняет боеспособность. Сам генерал учит солдат: врага побей и себя сохрани. По сохранившимся воспоминаниям, одной из отличительных черт его характера была мягкость в обращении с подчиненными, что контрастирует с той неуступчивостью и ожесточенностью, с какой дрались бойцы дивизии на Волоколамском направлении. Ежедневно через позиции Панфиловской дивизии из окружения выходят люди. Из них генерал формирует новые подразделения. Панфилов проявляет себя не только как отличный военачальник, но и как прекрасный психолог. По ночам его небольшие отряды выдвигаются к немецким передовым частям, которые готовятся к наступлению, и потихоньку их громят. Победить врага такими вылазками, конечно, невозможно. Силы слишком неравные. Но цель у Панфилова другая. Он хочет, чтобы его бойцы почувствовали себя таким образом, что и противник уязвим, чтобы поверили, что они могут успешно противостоять гитлеровцам. Время шло, а все попытки 5-го немецкого армейского корпуса прорвать оборону были безуспешными. Гитлеровское командование бросает в район Волоколамска еще один моторизированный корпус, и под давлением превосходящих сил врага Панфиловская дивизия в конце октября оставляет Волоколамск и занимает новую линию обороны восточнее города. Гитлеровцы при этом несут большие потери, вынуждены остановиться и подтягивать резервы, и время работает против них. Гитлер все еще надеется захватить Москву до зимы. 16 ноября немецкие войска предпринимают второе наступление на столицу. Под Волоколамском закипело ожесточенное сражение. Позиции 316-й стрелковой дивизии в этот день подвергаются особо мощному удару. Фашистское командование уже не сомневается в скорой победе. «Завтракать будем в Волоколамске, а поужинаем в Москве», рассчитывают гитлеровцы. На торжества в честь взятия Москвы в Берлине уже даже отпечатаны пригласительные билеты. Но дивизия стоит насмерть. Бой, который дает ночью под Дубосеково взвод во главе с политруком Василием Клочковым, вошел во все учебники истории. В течение 4 часов панфиловцы сдерживают танки и пехоту врага. Они отражают несколько атак противника и уничтожают 18 танков. Правда, позже военная прокуратура СССР признает эту историю литературным вымыслом журналистов. Обстоятельства расследования привели прокуратуру к выводу, что в действительности бой был, но участвовало в нем не 28, а около 100 бойцов, в том числе и политрук Клочков, погибший в том бою. При этом некоторые из тех 28 солдат на самом деле не погибли и даже не были на этом участке сражения, тогда как многие реальные участники и герои этого тяжелого боя в число 28 не вошли. Однако тогда, после войны, решили не разоблачать хорошо известную в народе легенду. Генерал-полковник Эрих Гёпнер, командовавший 4-й танковой группой, чьи ударные силы потерпели поражение в боях с 8-й гвардейской дивизией, называет ее в своих донесениях командующему группой «Центр» Теодору фон Боку «дикой дивизией, воюющей в нарушение всех уставов и правил ведения боя, солдаты которой не сдаются в плен, чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти». Все это время генерал-майор Иван Панфилов находится вместе с бойцами своей дивизии. Его командный пункт располагается в деревне Гусенево под Москвой. Он старается быть ближе к своим войскам, много общается с солдатами. О нем говорят «генерал, который бойца любит и бережет». Вот как описывает Панфилова его комбат Бауржан Мамыш-Улы. «Массовый героизм, не стихия. Наш негромогласный, неказистый генерал готовил нас к этому бою, к этой борьбе. Предугадал, предвосхитил ее характер. Неуклонно, терпеливо добивался уяснения задачи, втирал пальцами свой замысел. Напомню еще раз, что наш старый устав не знал таких слов, как узел сопротивления или опорный пункт. Нам их продиктовала война. Ухо Панфилова услышало эту диктовку. Оторванная от всех маленькая группа – это тоже узелок, опорная точка борьбы. Панфилов пользовался любым удобным случаем, чуть ли не каждой минутой общения с командирами, с бойцами, чтобы и так и эдак растолковать, привить нам эту истину. А через 2 дня после начала генерального наступления гитлеровцев на Москву дивизия потеряла своего командира. 17 ноября 1941 года 316-я стрелковая дивизия за мужество и героизм получает статус гвардейской и награждается орденом Красного Знамени. На следующий день к Панфилову в деревню Гусенево приезжают корреспонденты из газет поздравить и написать репортаж. Около 4 часов дня комдив покидает наблюдательный пункт и направляется в штаб дивизии, но до него он
не дойдет. Вот как описывает момент гибели генерала Панфилова полковник Катуков, чья 4-я танковая бригада воевала на соседнем участке фронта. Утром 18 ноября 2 десятка танков и цепи мотопехоты снова стали окружать деревню Гусенево. Здесь в это время находился командный пункт Панфилова. Наспех отрытая землянка рядом с крестьянской избой. Немцы обстреливали деревню из минометов, но огонь был неприцельным и на него не обращали внимания. Панфилов принимал группу московских корреспондентов. Когда ему сообщили о танковой атаке противника, он поспешил из землянки на улицу. За ним последовали другие работники штаба дивизии. Не успел Панфилов подняться на последнюю ступеньку землянки, как рядом грохнула мина. Генерал Панфилов стал медленно оседать на землю. Его подхватили на руки. Так, не приходя в сознание, он умер на руках своих боевых товарищей. Осмотрели рану. Оказалось, крошечный осколок пробил висок. На следующий день из штаба армии дали телеграмму в Комитет обороны. И когда Иосиф Сталин узнал о смерти Панфилова, то поручил похоронить генерал-майора в Москве на Новодевичьем кладбище. 8-я гвардейская дивизия стала называться Панфиловской. Второй и последний случай в советской армии, когда дивизия названа по имени своего командира. Первая была Чапаевская, в которой когда-то служил и Панфилов. 12 апреля 1942 года вышел указ о присвоении гвардии генерал-майору Панфилову звания Героя Советского Союза посмертно. Слишком долго затягивался процесс дать Герою Советского Союза саму Панфилову. Например, если мы сравним, после его смерти сразу присвоили звание самой дивизии 316 имени Панфилова 19 ноября, а ему присвоили фактически только через полгода звание Героя Советского Союза, и есть документальные подтверждения, что сама дивизия посылала прошение и подтверждение, что он действительно достоин этого звания, и это было несколько раз повторялось, но тем не менее дали ему только уже спустя долгое время. Хотя если сравним с подвигом 28 панфиловцев или одной из частей Панфиловской дивизии, то им посмертно сразу дали Героя Советского Союза. После боев под Москвой дивизия принимает участие в освобождении Великих Луг, территории Калининской области и в освобождении Латвии. В 1945-м 8-я гвардейская стрелковая дивизия ведет бои с курлянской группировкой противника в районе Клайпеды. После упорных боев 8 мая 1945 года прижатая к Балтийскому морю группировка гитлеровцев капитулирует. Встретили победу воины-панфиловцы на территории Литвы. И все же несколько панфиловцев дошли с советскими войсками до Берлина. Дошли и в благодарность своему генералу, и в память о нем оставили на стене надпись: «Мы панфиловцы. Спасибо, батя, за валенки».